Здравствуйте, в эфире «Путевые заметки». С наступлением зимних холодов нам недостает тепла и уюта. Все сложнее становится поддерживать комфортную температуру в наших городских домах и квартирах, особенно в условиях дефицита электроэнергии. Тем привлекательнее становятся мысли о согревающем огне открытого костра, о посиделках у камина. В свой очередной путевой маршрут я отправился добывать огонь. Не как нарцисс-руху, конечно, но в роли обычного городского странника. Подготовить интересные рассказы о своем путешествии мне помогли ученый Петр Квициния и художник-мастер на все руки Алик Шанава. Но обо всем по порядку. Человечество прогрессировало в процессе добывания огня. Начиналась вся история примерно вот с такого обычного и открытого костра, посередине первобытной конструкции, сложенной из деревянных жердей. И то место, где разжигали огонь, становилось сердцем дома, объединяющим началом для всех его жильцов. Огонь освещал и прогонял пугающую темноту. Он также согревал, кормил, поил, лечил, развлекал, оберегал от враждебных сил. Исторические прошлые времена огонь берет свое начало, скорее всего, с пещерного времени. Я так считаю, во всяком случае. И культ огня начинался у народа, во всяком случае у абхазов, в связи с необходимостью сохранения огня рядом для именно просто существования в этой жизни. А огонь для абхазца очень даже понятное, как осколок солнца, почитание солнца и огня, они параллельно идут. У нас в Абхазии огонь почитается в основном открытый огонь, очаг. В жилище всегда, особенно там, где большая семья жила, обычно очаг находился как один из главных атрибутов жилища. Веками считалось в Абхазии, что открытый огонь способствует хорошему тонусу, здоровью человека. И это может быть, во всяком случае, не для всех и не во все случаи, но применение огня для оздоровления это имело место. Вот этнографы, описывая, как живут абхазы в разные годы, столетия тому назад, они писали, что в доме, в котором живут абхазы, всегда стоит клубом дым. Да, это правда. Помимо того, что он, скажем, там при вдыхании и так далее влияет на легкие, и кровь обогащается углекислым газом, тем не менее очищает окружающую среду внутри этого здания. Это тоже имело значение. Там редко развиваются различные болезнетворные, скажем, всякие микробы и так далее. Огонь вообще, очищающее значение имеет сам огонь. Ведь мы знаем, что фламбируют. Фламбирование – это значит очищение, уничтожение бактерий через огонь. Пропускают иголку перед тем, как, скажем, или же нож перед тем, как нанести там порез на теле человека, чтобы уничтожить бактерии, бациллы и так далее. С тех пор многое изменилось. Цивилизованное общество, которое создало у себя в домах водяное отопление и теплые полы, по-прежнему испытывает первобытную тягу к открытому, живому огню. А чтобы разжечь огонь, по-прежнему нужны дрова. С первого взгляда кажется, что это легко и просто. Загрузить арбу дровами и доставить ее по месту назначения, чтобы потом зимой сидеть и греться у камина, попивать вино и наблюдать за всполохами огня.
Для этого надо немало потрудиться. Наточить топор, забраться на эту гору, спуститься в лощину и заготовить дрова. Да еще надо держать такой вот гужевой транспорт в рабочем состоянии. И что немаловажно, надо вырастить таких вот быков и выдрессировать их так, чтобы они шли по колее и тянули свою лямку. Что значит для абхазов Ахуштаара? Место, где разжигают огонь. И очаг, что он символизирует? Ахуштаара, конечно, священное место в здании. Это нельзя превыше ставить всех священных мест, а вот что касается в жилище у человека, без жилища последние тысячелетия люди не живут, во всяком случае форма, даже самая простая, то Ахуштаара присутствует в самом простом здании, жилище. И в этом плане Ахуштаара, конечно, обладает даже, я бы сказал, магической силой. Чем? Вот, например, можно ли плюнуть в огонь? Ни в коем образом. Это считается как осквернение. Можно ли лить воду в огонь? Нет, нельзя. Можно ли тушить водой огня? Нет. Есть такое проклятие, чтобы ты вылил свою воду в свой огонь. Удзи умци кутай. Это проклятие страшное. Но есть еще страшнее там другие проклятия, проклинания, которые применяются по отношению к человеку и огня. Вот, например, такие вещи. Умца хуцай. То есть человек наделен долей огня. Начало огня, когда берется из большой семьи, это не только это имеется в виду. Имеется в виду, что если погасла твоя доля, то значит тебя уже нет. Значит, твое существование может прекратиться. Вот такие вещи могут объяснить, насколько значительно значение очаг каждого человека или каждой семьи. Очаг воспринимался у абхазов как совокупность составляющих его священных частей. Изголовье Ахчныза, подножье Ащапы и особенно цепь Архнышна. Эта цепь по своей магической силе почти приравнивалась к кузнечной наковальне. Говорят, что очага, держась за цепь, проклинали провинившихся и клялись в невиновности те, кто хотел снять с себя подозрения. У очага даже совершалось моление Святой Троицы – Ашатра. Абхазский образ жизни сильно резко изменился после грузино-абхазской войны. Многие сельчане, которые имели открытый огонь, в настоящее время не имеют возможности применять этот огонь у себя. Дело в том, что в абхазских деревнях, в домах, где живут по традиционной форме жители, сейчас перешли к более так называемой цивильной форме жизни. Построили камины, построили так называемые печи железные, имеют, которые экономят, скажем, в дровах и так далее. Раньше как было? Дрова всегда находились и летом, и зимой у крестьянина, чтобы разжигать, поддержать огонь. Всегда. И летом тоже. Зажигали открытый огонь. На нем готовили для всей семьи в котлах и так далее, на дочажные цепи вешали и готовили пищу. Empty when alone.
your cares stay on your mind. You just need to know that. Good times. Oh Lord. Good times. Waiting, baby. Oh yeah. All you gotta believe and release. Release. You will make it through. You will make it through. You become someone whose mind has been set free. Чтобы разжечь огонь в очаге, нужны мелкие щепки. И надо поколоть дрова. Это непросто. С непривычки могут гореть ладони и появиться волдыри. You know all the right things to say at the right time. And if you don't know the answers, you will find them. Волдыри сойдут, руки станут крепче, а удар мощнее. Ведь каждый мужчина должен уметь заготавливать дрова, разжигать огонь в очаге, быть хозяином дома и собственной судьбы. To finally face the truth and check out all the signs. You're empty when alone, lost when friends are gone, and your cares stay on your mind. You just need to know that. Good times, waiting, baby. Ooh, you Первобытная тяга человека к живому огню в наших условиях вряд ли обусловлена только символизмами и проявлением силы мудрого провидения. В отсутствии центрального отопления в наших городских домах и квартирах зимой становится зябко. Мой рассказ был бы неполным без одного человека – сухумского художника и мастера на все руки Алика Шанава. Алика по праву можно назвать хранителем живого огня. Он разжигает новые очаги, блюдет традиции абхазских зодчих, строит камины. Разные – биокамины с приоткрытой дверкой, строгие классические и даже помпезные хай-тек камины. Алик Шанава закончил Тбилисскую академию художеств, факультет керамики и фарфора. Но так сложились обстоятельства, что долгое время занимается другим видом ремесла. Сегодня нету печи у меня, керамической, большой, хорошей. Ну, пришлось подрабатывать на этом, как бы семью кормит. Ну, и дальше, и дальше, а дальше начал учиться этому делу, и до сегодняшнего дня еще учусь. Как много труда вкладывается в Ну, сооружение камина? все начало с фундамента, фундамент залить, первые кирпичи выставить. И все, вычисляется объем кубатуры помещения, того, где она будет стоять. И уже прямо пропорционально ты делаешь топку, высоту, ширину, внутри дымовую камеру. И все это пропорции есть уже как бы установлены мировыми каменщиками. Это французы, англичане, немцы. Они его довели до совершенства. Каждый размер, каждый уже минимальное количество дров сегодня, потому что из-за нехватки топлива они экономили, ну, дошли до того, что то есть практически должен быть 90% КПД от камина. То есть они так добились. Ну, вот бывает так, когда я с ними тоже общаюсь по интернету, так, встречаемся в Москве. Что-то я им подскажу, что-то они мне подскажут. Так мы как-то друг другу помогаем. Ну, идет работа. Алик в пригороде Сухума почти завершил строительство дома. Дело остается за малым. Остались отделочные работы. Строил он его долго, своими руками, на свои кровные, заработанные нелегким трудом. Ведь каждый мужчина должен построить дом, в котором будет всегда гореть огонь, символизирующий разум и защиту. Хороший камин, он каким должен быть? Все-таки красивым или функциональным? Или есть какая-то золотая Первым долгом функционально. Первым долгом. Это его кредо как бы изначальное. Ну, что веками люди другого отопления в средние века не существовали. Вот они с обыкновенного как его, очага, где просто разжигали костер, начиная с пещерных времен. Оно только функциональное было. Но со временем, когда начали истощаться ресурсы, они уже начали экономить
топливо. Это дрова, уголь, там, не знаю, кто на чем топит. И они начали уже строить уже очень функциональный, чтобы меньше дров, больше тепла. А дальше этого уже не хватало, и начинали переходить на другой этап, это на декорирование. В конечном итоге камин хороший всегда это роскошь. Роскошь. И ну, как бы, но мода пошла на них, и сегодня уже в квартирах даже делают, в интерьерах домов, и, не знаю, везде, где возможно. Ну, не хотят оторваться от той наследственности, чтобы передали их деды, прадеды. Здесь не только дань моде, а непосредственная беседа в узком семейном, дружеском кругу у очага, когда есть прямое соприкосновение с огнем, это греет душу, и люди добрее становятся, и все взаимоотношения между ними становятся гораздо богаче. Все-таки вы приносите тепло в дома людей, жар Ну, открытого так. огня. Что вы можете пожелать людям? Сейчас как бы Новый год уже. Ну, вот я лично до сих пор пользуюсь тем, что как только я построю камин, тем хозяевам, кому я делал, я собираю в тот же день, разжигаю костер, что он работает функционально. И обращаюсь к Богу огня, благословляю в первую очередь камин, огонь, и кто у этого камина будет долгие годы воспитывать своих внуков, правнуков, праправнуков, чтобы они там, целая коляска люлек около этого камина, когда не будет электричества, чтобы они здесь сидели, грели, воспитывали своих детей, внуков. Хочется чувствовать теплоту, которая дает огонь, также давали бы наши правители такую же теплоту, такую же отдавшую теплоту. Тогда, наверное, всем нам будет тепло, хорошо и уютно в своих домах и в своем государстве, в первую очередь. Вот такую теплую историю я вынес из своего путевого маршрута. И, наверное, скоро отправлюсь за следующий, такой же занимательный. И пусть будут зима, холода и морозы, и тепло в наших домах, и горит огонь в очаге. До встречи в новом году! Hey, you just need to know that good times waiting there for you, yeah. Gotta believe and release. You need to know that good times waiting on you, waiting there for you, yeah. Gotta believe and release your mind, yeah. You will make it through.